Her bir hujabikening o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut saba. И достлар, здравствуйте! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». С вами, как всегда, я, Руслан Шарафудинов. И сегодня у меня в гостях молодой, талантливый, популярный татарский певец Руслан Абдрафиков. Встречаем! Салям, Руслан. Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую, Руслан. Видишь, у тебя красивое татарское имя Руслан, прям рука тянется здороваться с тобой. Очень приятно. Как говорится, в гости с пустыми руками не приходят. Вот небольшой презент тебе. Тюбетейка? А нет, подожди. Нет, к сожалению. Что там внутри? Это печенье. Слушай, здесь нарисовано Италия, итальянские печенье? Этот подарок – печенье со смыслом. И сейчас ты сам все поймешь. Bella spagnola che canti, tu sei più vaga d'un fior. Sogno di luce che canti, come una maga d'amor. Bella spagnola che canti, tu sei più vaga d'un fior. Sogno di luce che canti, come una maga d'amor. Vieni, vieni, stretto a tu serognar, la spagnola da te saprà come dolce la voluta. Vieni, vieni, stretto a tu serognar, la spagnola da te saprà come dolce la voluta. Ну, Руслан, еще раз большое спасибо, Рахмет. Руслан Абдрафиков, певец, солист Государственного камерного хора Республики Татарстан. Родился в Казани, в поселке Юдино. Окончил музыкальную школу по классу баяна, Казанский музыкальный колледж имени Аухадиева и Казанскую государственную консерваторию имени Назипа Жиганова по классу вокала. Во время учебы участвовал в проектах оперной студии «Башмагам», «Милая Хафиза», опере «Алтын-Чащ» и других. Исполнил одну из главных ролей в опере Рауповой «Акбюре». Лауреат многих республиканских и международных конкурсов, таких как имени Салиха Сайдашева, Хайдара Бигичева, Рашита Вагапова. Лауреат международного конкурса молодых исполнителей «Татармана-2015». С каким рецептом, пожалуй? Сегодня мы приготовим кабартма эшлек белен. Интригующее название. Интригующее. Из чего мы будем готовить? Я, конечно, смотрю, с обилия продуктов. Мы его приготовим с начинкой из грибов с луком и со сладкой начинкой. То есть две начинки будет? Так точно. Приступим. Сначала мы приготовим сладкую начинку. Крем. Для этого нам надо смешать сахар с яйцом. Так, стаканчик сахара. И все это поставить на паровую баню. И обязательно помешивать. Постоянно помешивать. Так. Стакан молока, кстати, для чего у нас? Стакан молока тоже надо туда залить. Заливай. Давай, заливай. Постепенно. И помешивать. Помешивать или не мешать? Ну, давай, я сегодня буду все помешивать, ладно? Хорошо, хорошо. Так, тщательно размешали и все, на паровую баню. Да, на паровую баню обязательно. Так, опа. Сейчас я прибавлю немножечко. Ну все, я мешаю и тебе не мешаю. Что дальше? И пока у нас все готовится, я продолжу петь песню. То есть сегодня такое у нас музыкальное будет, максимально музыкальное. Давай, с удовольствием послушаем, Руслан. Рустам Яхин написал это произведение, «Сорнаем» оно называется. «Бір яш егет, тен yaklamay, эзлеп, эзлеп, уйнай сырнай, күңелем тик яш кызна уйлай, чәчләре тен, yüzleri ay, күңелем
тик яш казна уйлай, шәчләрдән йөзләре ай. Руслан, ну с тобой приятно работать, знаешь, как будто вот сижу в театре, слушаю такой вот концерт, ну, браво, да, и тихонечко готовлю кушать. Не мешаю. Вернее, я мешаю, но не мешаю. Руслан, посмотри, мне кажется, уже готово. Да, я тоже так думаю. Теперь нужно закрыть крышкой Закрываем. и отнести в холодное место. Пока крем остужается, мы тем временем приготовим тесто. Для этого нам понадобится стакан воды, пол-пачки масла Есть. и щепотку соли. И хорошее настроение. И пока все это Заливай. дойдет до кипения, помешивай. Так. И- Масло. Да-да-да. Слушай, ну ты прям Полпачки. так все по рецептам говоришь. Ты, наверное, сам любишь готовить, да, Руслан? Если честно, вот с моим графиком, работа, концерты, А график у него гастроли, напряженный. Вот, мало времени остается, чтобы готовить, так что я предпочитаю кушать. Так, Руслан, просто проверь, пожалуйста, все закипает здесь у меня. Да, конечно. Теперь немножко добавить щепотку соли. Щепоточку. Да. Так. И помешивая, по чуть-чуть добавляй муки. Вот эту полную Вот это все, да? миску, да. Самое главное, мешать не останавливаться. Не останавливайся, конечно. А я пока разобью яйца. Руслан, расскажи нам, пожалуйста, о себе. Откуда родом, где родился, где пригодился? Я родом из Казани, учился в поселке Юдино, 152-й школе, параллельно учился в музыкальной школе номер 10. И по субботу-воскресенье ездил... На гастроли. Почти. В детский центр творчества имени Абдулла Алиша. Там нам преподавали актерское мастерство, культура речи, сцен движения. Мои педагоги там Талгат Абдулчвалиев, заслуженный деятель искусств, композитор, Дания Искандеровна, Фердания Исмагиловна, Райдзуфар Аббасова. Спасибо им большое за то, что они вложили в меня столько Спасибо, своих. туда надо говорить. Бигзур Ахмед сизге. Исанлык, саулык, саламатлык. Большой привет. Яйца у нас готовы. Давай я буду лить, а ты размешивай. Да, так. Какой процесс-то сегодня у нас, а? Руслан, у тебя с детства была мечта стать вообще артистом, нет? С детского садика меня отдали в музыкальную школу по классу баяна. То есть, Я ну, на- стандартная такая ситуация, когда сразу дают, малай туда, без есть сынок. спроса, без ничего. Хочешь, не хочешь, надо. Ага. Как говорится, чтобы был занят чем-то, чтобы по улице не бродил. Вот. В плохую компанию не влез. Ну, как бы родители всегда переживают за нас, правильно же? Да, плохой компания – это человек с гитарой, а человек с баяном в плохой компании не может быть. Да. Вот. И как бы учился из-под палки, вообще не хотел. Но потом, когда уже под конец обучения, мне начало это нравиться, я начал этим заниматься, продолжать, мне это интересно стало. И я продолжил, поступил в музыкальное училище. Ну, правда, уже не по баяну, а По вокалу? По вокалу, да. Но у тебя в семье тоже кто-то поет, нет? Да, у меня поет бабушка. А, бабушка? Вот, ей тоже большой привет. Давай, салям. Давай не салям надо передавать, давай надо передавать песню. Вот любимая песня у бабушки какая? В мире есть красавица одна, это ты, души моей весна. Видно, счастье мне дано судьбой, быть любимым, милая, тобой. Видно, счастье мне дано судьбой, быть любимым, милая, тобой. Ну, молодец, бабушка счастлива. Думает, ой, если еще вот это блюдо приготовить дома мне. Да. Теперь нам нужен противень. Смотри, как загустело тесто у нас. Я положил... Да-да, он бумагу. готов, уже он готов. Вот. Так, здесь мы положили пергаментную бумагу. И теперь Мы берем чайную ложку и маленькими комочками выкладываем аккуратненько вот на эту бумагу. Так, держи тебе. Давай, показывай, как же это происходит. Внимание. Комочек. Да. Вот примерно так. Так, следующий я. То есть, на самом деле, здесь все очень просто. Все элементарно. Элементарно.
Можно вот ложечкой чуть-чуть, потом форму придать округлую. Сколько мы готовим в духовке? Мы будем готовить в духовке при температуре 210 градусов 10 минут, а потом полчаса 180 градусов. Все у нас готово. Сейчас мы отправляем наше тесто в духовочку. Руслан, Прошу вас. прошу вас. Прошу вас, Руслан. Тезка. И после небольшой паузы мы продолжим готовить это интересное блюдо, которое называется... Кабартма эшлек белен. Оставайтесь с нами. Это программа «Секреты татарской кухни», и сегодня, напоминаю, для вас готовят два Руслана. Руслан Абдрахиков и Руслан Шарафутдинов. Руслан, большое спасибо вчера, что пришел. Мы уже приготовили тесто. Тесто у нас в духовочке. Также мы приготовили сладкую начинку. Она у нас остужается на балконе, в холодном месте. Да, И сейчас правильно. быстренько мы приготовим начинку из грибов. Я вижу лук, грибы. Да, это все надо будет мелко нарезать. Я забираю лук, я даже не буду спрашивать, кто это будет резать, спасибо. Ну, мне остается нарезать шампиньоны, И грибочки. немного рассказать нам вновь о себе. Вот ты закончил училище, консерваторию. Как вообще происходила учеба? Что интересного? Закончил я музыкальное училище у Хабибуллиной Вирус Султановны. Большой привет. По специальности вокал. По фольклору у меня был замечательный педагог Венера Хасановна Нагараева. Ей тоже большой привет. Вот. В консерватории я учился у Народной артистки Республики Татарстан, профессора Зили Сангатульной. Ей тоже привет. Ей огромный Мне привет. вчера остановил один ГИБДДшник, Альфред звали. Тебе тоже привет. Ну, я так пользуюсь случаем. Ну вот, я знаю, что ты уже с первого курса консерватории ведь пошел работать. Да, я пошел работать в Государственный камерный хор Республики Татарстан в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева, солистом. По сей день я работаю в Большом концертном зале. Мне там очень нравится, много проектов, выступлений, концертов интересных с разными людьми, артистами. Видишься, общаешься. С первого курса консерватории меня пригласили поучаствовать в музыкальной комедии «Башмачки», которую организовала оперная студия, как бы собрала всех студентов. Мы поставили эту музыкальную комедию, я там играл одну из главных ролей, Вафу играл. Очень с фурором прошла премьера. Прогремело просто. И потом у нас начались гастроли по разным районам, по городам. Мы были в Петербурге, даже выступали. Помимо музыкальной комедии «Башмачки» у нас были много разных проектов. Хафизель Амиркям, драма, Алтын Шаш, опера, которая была премьера в Кремле под открытым небом. Мы выступали, тоже прошла с фурором, всем очень понравилось. Александр Витальевич Сладковский дирижировал оркестром государственным симфоническим. Я заметил, вот где бы ты ни участвовал, все происходит с фурором, понимаешь? И мне кажется, вот даже сегодня наши блюда такие же будут. Прям грандиозные, понимаешь? Алла верса, Алла верса. Алла верса. Надеюсь, я жду окончания программы, где мы будем пробовать. Ну а сейчас мы дорезаем грибы, обжариваем лук. Да-да-да. Хотелось бы еще сказать несколько слов о опере «Акбуре», которая проходила во время универсиады в городе Казани. Зульфия Раупова написала оперу, эту музыку, композитор. В этой опере я играл одну из главных ролей, старшего сына хана. Эту оперу мы ставили вместе с Государственным симфоническим оркестром под управлением Александра Витальевича Сладковского. Ну, это было грандиозное событие. Кстати, мы несколько раз с нашими гостями его обсуждали. Я рад, что ты был причастен к нему. Молодец. Спасибо. Так, лук у нас обжарился. Сейчас мы добавим туда грибы и тоже Да-да-да. все это обжарим. Грибочки у нас обжарились. Руслан, проверь, пожалуйста. Да-да-да. Как мы красиво, Прекрасный кстати. запах и Да. выглядит вообще шикарно. Аромат, говорят кулинары. Решил. Давай Ага. туда добавим сыра и размешаем. Хорошо? Ах, какой-то эстет. У нас готовый кабартма, Руслан. Так, везде ты успеваешь и тут Да. посмотреть. Так, ну давай, открываем мы Нажмем сейчас на их. Да, давай открываем. Надевая чудо перчаточки. Обязательно, чтобы не обжечь. Ой, какая красота. Так, секундочку. Опа.
Кстати, тихонечко можешь их выкладывать уже. Ой, красиво, ароматно, молодец. Руслан, ну и хочется вспомнить, кстати, еще о твоей службе в армии. Как ты прекрасным образом оказался в армии и оказался в своем же городе Казани. Да, мне очень повезло. Я попал в Казанское высшее военное командное училище, в роту охраны служить. Вот. Охрана, встает охрана. Да. И выступал во всех мероприятиях, праздниках, посвященных там День Победы, День артиллериста, День танкиста. И пел военные песни, новые в себе нашел потенциал, то, что у меня получается еще военные песни петь. В танковом училище есть замечательный оркестр духовой под управлением народного артиста Татарстана Яна Владимировича Орехова. Мы с ним до сих пор поддерживаем связь, он приглашает на концерты. Я с ним, кстати, тоже знакомый, ему передаем привет. Большой. Да, большой привет, Ян Владимирович, вам. Руслан, мне кажется, будет сейчас уместным для Яна Владимировича, которого мы знаем вместе, исполнить военную песню. Если на отчизну нагрянет беда, позовет солдата труба. Армия моя, ты на страже всегда, ты моя любовь и судьба обыкновенная, судьба нелегкая, военная, любовь суровая, но верная. Готовы мы на ратный труд, мы все испытаны не раз, не два боями, маршами. Мы от солдата и до маршала одна семья, одна семья. Сейчас тысячи молодых людей, которые не были в армии, захотели туда пойти. Браво. Благодарю. Очень патриотично, но очень-очень у нас сегодня, мне кажется, вкусно должно быть. Что делаем дальше? А дальше мы разрезаем наши кабартма и заполняем их начинкой. Так, ну начинка с грибами у меня готова, да. Сыр расплавился. Что у нас со сладкой начинкой, скажи мне? А сладкая начинка, Руслан, тоже уже готова. Я туда добавил масло и хорошенько взбил миксером. Когда все успеваешь? Вот. Ты будешь начинять наши кабартма грибной начинкой, Давай. а я сладкой начинкой. Приступаем. Руслан, вот я вот всем уже привет передал, кому мог. Забыл передать привет своему художественному руководителю нашего хора Таминдаровой Миляуше Амировне. Миляуша Амировна, большой вам привет. Подожди, я ее тоже знаю, она здесь готовила, кстати. Вам тоже, Да-да-да. Миляуша ханым, от меня большой привет. И сальник салык саляметлек. С Миляушой Амировной мы работаем уже около 5 лет вместе. У нас много разных мероприятий проходит. Она придумывает очень много разных проектов. Вот недавно у нас был концерт, посвященный музыке, песням из фильмов. Вот фильм назывался проект. Какие, отечественные фильмы? Отечественные фильмы, современные фильмы, такие как «Аватар», песни вот из разных таких «Титаник». Дорогие телезрители, вот таким макаром у нас получается аппетитные кабартмушки, которые буквально через мгновение мы будем уже пробовать. Кабартма эшлек белян. Пышки с начинкой. Для теста в кастрюлю положили масло, соль и воду. Довели до кипения. Когда масло растаяло, сыпали просеянную муку и интенсивно мешали, не снимая с огня, пока мука хорошо не заварилась. Тесто немного остудили и влили в него яйца, тщательно размешивая деревянной лопаткой. На противень выложили шарики теста и выпекали в духовке сначала 10 минут при температуре 210 градусов, а потом 25-35 минут при температуре 180. Грибная начинка. Мелко нарезанные лук и грибы обжарили на растительном масле, поперчили, посолили и смешали с натертым на терке сыром. Сладкая начинка. Яйца растерли с сахаром, смешали с молоком, добавили ванильный сахар и поставили на водяную баню. Варили, постоянно помешивая венчиком, пока масло не загустело. Охладили. Размягченное сливочное масло взбили миксером до бела и, продолжая взбивать, постепенно добавили охлажденную основу крема. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепт нашего блюда, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А между тем два Руслана накрыли замечательный стол. Да. Блюда сладкие, блюда грибные, а все вместе это называется. Кабартма эшлек белян. И прямо сейчас мы попробуем
С какого начнем? Я думаю, давай с грибочков. Давай попробуем. Так, бисмилля рахман рахим. Какой тебе нравится? Рахман-рахим. И я возьму самый маленький. Не успел я сказать, как Руслан начал есть, понимаете? Вот он не зря всю программу пел. Так, достойный, да? Хорошо, постарались. Не только постарались, здесь такая вкуснотища, жалко не передать словами. Беллиссимо. Ну а сейчас продолжаем пробовать и запиваем вкусным татарским чаем с молоком наши кабартма со специальным кремом. Кстати, крема не пожалел. Мы еще сахарной пудры добавили. Ну-ка. Вот привет это всем передал, но вкус наших блюд, к сожалению, мы можем передать только словами. Нет слов. Руслан, большое спасибо за твои кулинарные подарки. А у меня для тебя тоже есть подарок. От нашего партнера Кукмарского завода металлопосуды ты получаешь вот такую чудесную сковородку. Компания Кукмара представляет инновационную линейку посуды с мраморным покрытием, которая специально разработана, чтобы помочь вам в создании ваших кулинарных шедевров. А высокотехнологичное покрытие обеспечивает легкость ухода и сохранение внешнего вида посуды. Мы сегодня здорово провели время. Вкусно приготовили все. Вот, и у меня еще одна песенка есть по запасу. На финал. Да. Послушаем. Stasera Nina mia son montata, ti lo dirò. Colada ti spetti con ingrata, più far non può. Colà cocente il fuoco, ma se fuggi ti lascia star. E non incola presto e non ti struggi a guardar. Lesti, via matiam sulla. Lesti, via matiam sulla. Funicula, via matiam сула, фуникула, лести, Вот так вот, друзья, на каждой программе мы поем песни, готовим и все это кушаем здесь при вас. Смотрите нас каждую неделю. Молодец. Браво. Давай, кушаем. Все, камеру уже выключили.